Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что от вас скрыто? Что тайное совсем скоро станет явным? Загадайте, пожалуйста, на себя и на все тайны и секреты. Давайте посмотрим, что покажет, о чем расскажет вам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, давайте будем разбираться. Что от вас скрыто? Мужчину видите вот здесь? Мужчина, который пытается подойти к вам, либо зайти в вашу жизнь, как будто бы он друг. Да? Такой хороший, добрый друг. Может быть хорошим, добрым другом. Но этого мужчину к вам влечет не дружба, а страсть. То есть вы ему, как женщина, невероятно нравитесь. И у него какое-то прям бурлит безумное желание интимного характера в вашу сторону. Как будто бы таким голодным, жадным взглядом он на вас постоянно смотрит. При этом у него улыбка. Вот. Возможно, даже вы ловили этот взгляд, и вам этот взгляд показался взглядом хищника. Ну, он там отшутился, стал говорить, что у меня там косоглазие, либо глаз западает, либо соринка попала, проморгаться типа пытался. На самом деле, девочки, страстные желания он испытывает в вашу сторону. И этот мужчина, грубо говоря, спит и видит, когда же ему предоставится момент, когда он сможет вас заключить в свои объятия. Я мягко скажу. Но как бы желания у него, конечно, очень дерзкие и непозволительные. Да? Непозволительные. Вот. Особенно не рекомендуется вам с этим мужчиной общаться, когда он выпьет. Потому что когда он трезвый, он еще как-то себя контролирует. А если вот он выпьет, все, крышу сносит напрочь. Человек способен даже на принуждение к интимной близости. Это так, как предупреждение говорю. Я надеюсь, что это не отыграется ни у кого и ни при каких обстоятельствах. Я еще закрою этот момент. Но если крутится рядом с вами мужчина, который очень часто шутит, улыбается, при этом смотрит на вас как голодный волк, девчонки, лучше подальше держаться. Лучше подальше. И даже если он вам симпатичен со своей стороны, поверьте, с этого мужчины не выйдет ни путнего друга, ни путнего жениха. То есть он прям совсем такой, знаете, оторви и выброси. Только о себе думает, только о своих там интересах, о своих желаниях. Все остальное ему по боку. Сейчас этот мужчина максимально пытается втереться к вам в доверие. Будьте поосторожней. Еще от вас скрыто, что те проблемы, с которыми вы столкнулись в последнее время, вам какая-то женщина устроила. Вот все эти проблемы, они как насланные на вас, либо рукотворно созданные для вас. Делала женщина, насылала женщина. Женщина, которая с одной стороны вас ненавидит, а с другой стороны она вас боится. Вот. И насылая на вас проблемы, либо создавая вам эти проблемы, может быть, кого-то подговаривает, она пытается вас как откуда-то выжить, прогнать, да, чтобы вы ушли с ее жизненного пути. Может быть, на работе у вас такая ситуация, может быть, по соседству, может быть, даже в общей компании, да, с друзьями. И есть такая особа, которая постоянно и ненавидит, и боится вас, и пытается, вот как выжить вас. Все проблемы, вот буквально до одной, все, что вы в последнее время на себе испытали, это все ее заслуга, это все ее старание. Но ей не удастся вас одолеть, ей не удастся исполнить задуманное, она не сможет вас выжить. Совсем скоро все раскроется. Раскроется и ее личность, и ее мотивы,
и все, что она сделала против вас, раскроется. И у вас как бы против нее аргумент, либо оружие, что-то появится, чем вы сможете ее просто вот, ну, добить. Ну, по-другому я не скажу. Вы человек не конфликтный, я это вижу, но здесь такие обстоятельства, что по-другому нельзя. То есть если вы ничего не предпримете, то она и дальше будет портить вам жизнь. Здесь вот конкретные действия нужно совершить. Запустить, например, бумеранг, да? Послать на нее ее же обратку. Либо просто обнаружить перед всеми, что эта женщина коварная и способна на вот такие гадкие деяния, чтобы все об этом знали, чтобы никто с ней не общался, чтобы никто с ней дел не имел. Понимаете? То есть она хотела выжить вас, а вы, по идее, должны выжить ее. В таком ключе информация. Так, еще стрела вниз. Острый момент. Высшие силы от вас отвели очень острый момент. Я бы даже сказала, беду от вас отвели. Что-то вы недавно то ли потеряли, то ли в чем-то вам отказали. Что-то не случилось, вот как пусто, да, отказ, пусто, либо в минус ушли, да, если это была потеря. Может быть, деньги, да, потерять даже могли, может быть, какую-то вещь дорогую, ценную, может быть, в важном для вас деле вам отказ пришел. Смотрите, высшие силы отвели от вас очень большую беду, очень большую неприятность. А то, что вы потеряли, это как откуп, да, за то, что плохое не случилось. Вот, не жалейте о том, что утеряно, не жалейте об отказах, о том, что не случилось, не жалейте. Поверьте, это был откуп за то, что беду отвели от вас. Сейчас, конечно, это все странно звучит, и вы ничего не понимаете, но не за горами тот день и час, когда вы все поймете. Поймете, что вам грозило, и поймете, от чего вас отвели. И та потеря, которую вы понесли, она никак не может сравниться с той бедой, которая вам грозила. Вам, кстати, я вижу, что вам об этом расскажут. Расскажет человек, которого вы хорошо знаете. Может быть, даже кто-то из родственников вам расскажет. Беду от вас отвели 100%. Кстати, вам накануне могли сны очень нехорошие сниться. Беспокойные, либо страшные, кошмары могли сниться. Но все мимо ушло. Высшие силы отвели. Вы небольшим откупом отделались. Так, еще от вас скрыто, что какой-то мужчина вознамерился вот прям кровь из носа с вами познакомиться, либо с вами встретиться. Может быть, вы уже знакомы, например, на просторах интернета. Либо вы где-то были с этим мужчиной, познакомились. Вы уехали, он остался. Да? Либо вы из разных мест приехали, познакомились и опять разъехались. И вижу, что этот мужчина лихорадочно пытается то ли найти вас, разыскать, где вы находитесь, проживаете, обитаете, либо найти, например, возможность как бы поскорее ему к вам приехать, для того, чтобы поближе разнакомиться, чтобы вам что-то предложить в плане там дружбы, либо отношений, ну, в зависимости от того, что там между вами было. А прям очень сильно вы ему понравились, ни одна другая женщина ему так никогда не нравилась, и прям почувствовал, что вы ему как родная, да, что-то прям близкое-близкое, родное-родное. Прям тронули его сердечко, и с ним такое впервые. Он из-за вас просто вот потерял покой и сон. Постоянно о вас думает, постоянно о вас вспоминает, там, пытается раздобыть информацию о вас, там, разыскивает вас в соцсетях. Либо если он знает ваши соцсети, все ваши фотографии просто уже до дыр рассмотрел. Да, вы тронули его сердце, вот как ни крути. И это с ним впервые. Хотя, вот, на мой взгляд, этот мужчина не произвел на вас какого-то прям особого впечатления. Да, симпатичный, да, интересный, да, познакомились, да, пообщались, но не более того. Ну, либо этого мужчину вы воспринимаете как знакомого из интернета, да, очередного знакомого, не более того. Для вас, кстати, это будет и шоком, и удивлением, и даже как-то по-другому на него посмотрите, когда он приедет, появится. А он точно приедет, он точно появится. Так, еще у кого-то проблемы на работе, причем к вам кто-то на работе плохо относится как-то грубо,
вот грубит, может быть, даже в какой-то степени хамит, постоянно к вам там цепляется этот человек. И вы думаете, что этот человек вас там ненавидит. Да? На самом деле все наоборот. Этот человек действительно к вам относится грубо, но не потому, что ненавидит, а потому, что человек видит ваши сильные качества, ваши уникальные качества, ваши таланты. Человек на вас злится, потому что вы не хотите развиваться. Вы как в ракушке своей закрылись, да? Там делаете ровно там, полшага, и дальше вы не идете. А человек хочет вас как заставить, наверное, либо разозлить, чтобы вы наконец-таки себя раскрыли, все свои таланты, все свои сильные качества. Вот поэтому так к вам и относится. Это как провокация идет, такой метод, да, раскрытия человека называется провокация. Провоцирует вас, чтобы вы разозлились и вот прям показали, на что вы способны. Странный, конечно, подход. Ну, все мы разные, все мы странные, что поделаешь. Сейчас с этим человеком у вас такая прям напряженка ощущается, да, между вами. По крайней мере, вы побаиваетесь этого человека, считаете крайне неприятной личностью. Это может быть, кстати, и мужчина, и женщина. Но не пройдет и полгода, и вы прям вот так вот, не разлей вода. Вы этому человеку будете очень благодарны за то, что вас раскрыли, за то, что этот человек вам открыл глаза на ваши сильные качества. То есть вы в будущем будете дружить. И человек больше не будет с вами так разговаривать, там, грубить вам не будет, а наоборот, будет все время вами восхищаться, вот когда вы раскроетесь. Вот вижу, что вы способны на большее. Этот человек видит, что вы способны на большее, а вы в ракушке сидите и не хотите ничего делать. Может быть, вы побаиваетесь, может быть, действительно вы какой-то комплекс имеете. Ну, разные причины могут быть, разные. Вот. Но человек к вам хорошо на самом деле относится, хочет вам помочь. Ну, хоть таким странным образом, но помочь. Так, еще что-то пропало. У вас что-то пропало, а вы об этом либо не знаете, либо только-только вот узнали. Что-то пропало. Ну, сразу хочу сказать, что кто-то из своих взял случайно, по неосторожности. То, что пропало, то и найдется. Но вам скорее его подкинут. Да, не придет человек и не признается, что ой, извини, я там случайно там, ключи твои забрал, либо что-то твое взял. Человек просто это подкинет. Вот. Вы не узнаете, кто это взял, но пропажа она обязательно найдется. Это кто-то из своих. Вот кто все время рядом. Да, в одном доме проживает, либо на работе, там, в одном кабинете вы находитесь. Кто-то свой, не чужой человек. И то, что пропало, оно точно найдется. Так, денег кому-то постоянно не хватает, денег не хватает. Сколько бы вы ни работали, сколько бы денег у вас в руках, в кошельке не было, постоянно ощущается дефицит и нехватка денег. А здесь вот четко показывают, что вы какие-то дырочки имеете, что-то дырявое носите. Вы извините, конечно, за такие интимные подробности, но вот четко показали, что что-то, какая-то одежда дырявая. Может быть, носки, может быть, что-то рвется, да, и что-то вот с дырочками. Нужно дырочки эти залатать, если не хотите покупать новое, ну, либо обновите свой гардероб. А то, что дырявое, просто выкиньте. Ну, а лучше сожгите. У вас вот именно из-за этих дырочек, из-за дырявого чего-то, рвущегося дырявого, идет постоянный отток по деньгам. Деньги не задерживаются. Может быть, какую-то домашнюю одежду с дырочками носите. Ну, так иногда бывает. Вещь удобная, вы к ней привыкли, жалко выкинуть, но и там ремонтировать, например, нет смысла. Там любимый халат, либо тапочки, либо ну, что-то вы носите. Прекратите это делать, и у вас через месяц все наладится. Просто вот наладится. Вы поймете, что и денег у вас больше остается, и вы не только покрываете свои расходы, но вы еще можете что-то отложить. Уберите все дырявое, и месяц пройдет, вот 30 дней пройдет, и вы поймете, что все поменялось. Дырки. Это все дырки. Да, кажется, что это мелочи, и все в дырявом ходят, но вам это просто противопоказано. Да, всем противопоказано носить дырявую одежду. Вот что бы это ни было, даже тапки, да, это как элемент. Одежды тоже дырявые носить не стоит. Все нужно выкидывать.
Ну, либо ремонтировать. Но лучше, конечно, выкидывать. Потому что если дырка пошла, значит, вещь уже вам отслужила. Так, еще вижу, что вас что-то пугает. Что-то пугает, какие-то проявления, стуки, грюки. Что-то вы видите, что-то вы слышите. Вот в темное время суток, в ночное время суток что-то вас пугает, проявления вас пугают. Очень похоже на родную душу, которая пытается с вами связаться. Душа пытается с вами связаться, о чем-то вас предупредить хочет. Вот в прямом смысле предупредить о каких-то событиях, о том, что надвигается. Сейчас я возьму оракул, и давайте я лучше посмотрю. Я не вижу, о чем хотят предупредить. Возможно, вам очень важно узнать именно сейчас. И вы, например, бояться перестанете, и нужную информацию наконец-таки получите. Понимаете, душа пытается связаться, а вы, когда пугаетесь, вы блокируете себя, закрываете, страх вас закрывает. И душа постоянно приходит, и постоянно одно и то же. А вы мучаетесь, да, вы не понимаете, что это. Вы думаете, что это что-то негативное, страшное, плохое. Так, о чем хотят предупредить? Что хотят сказать? О хорошем хотят предупредить. Не о плохом, о хорошем. Здесь хорошие события. Неплохие. Это душа мужчины приходит. Родного мужчины душа приходит. Мужчина при каких-то очень странных обстоятельствах, либо от тяжелой болезни, либо при каких-то странных обстоятельствах, ну, например, там несчастный случай, либо даже, может быть, суицид. Что-то он такое с собой сотворил, но он о хорошем хочет сказать, не о плохом. Бояться не надо. Бояться не надо. Попробуйте заговорить, либо попробуйте максимально расслабиться, тогда контакт у вас установится. Родная душа с правой стороны. Нет, это неплохое. Мужчина пытается связаться. С левой стороны показывают женщину, которая пытается вами играть как марионеткой. Знаете, вот эти куклы тряпичные, к веревочкам подвязаны, и кукловод, значит, играет, водит эту марионетку. Вот женщину показывают старшего возраста, старше, чем вы, и она пытается играть вашими чувствами, манипулировать вами. И вот здесь через какие-то слова она эту манипуляцию проводит. То ли она вас против кого-то настраивает, то ли она, ну, как жалость вызывает у вас, пытается что-то от вас получить, разжалобив вас. Но это манипуляция в чистом виде. У кого-то даже отыграется, что эта женщина вам родная женщина. Ничего лучшего не придумала, чем манипулировать вами. А вы, я вижу, сопротивляетесь. Душой сопротивляетесь, а мозг идет на поводу. У вас такой немножко раздрай получается. Смотрите, манипуляции никогда ни до чего хорошего не доводили. Чтобы с этой женщиной вам не поругаться, вы с ней честно поговорите и скажите так: если ты чего-то хочешь, скажи мне прямо, да? Без всяких вот этих вот хитрых заходов, без всяких этих попыток меня разжалобить, либо против кого-то настроить. Говори мне прямо. Вижу, что вы чем-то связаны с этой женщиной. То есть, ну, ругаться вам совершенно противопоказано. Но опять же, терпеть эту манипуляцию тоже не стоит. Здесь нужен честный разговор. Вы прям в лоб так скажите, что конкретно ты хочешь. Скажи как есть, да, и прекратим все эти манипуляции. Иначе, ну, тут явно вы рассоритесь, если она дальше будет это продолжать. Мужчину мне показывают, муж чей-то, мужчина. У мужчины проблемы есть. И мужчина эти проблемы отчаянно скрывает. Скрывает. А вы можете все узнать. Расспросите его друга. Вот друг ваш, вернее, его друг вас очень сильно уважает. Друг не сможет
вас обмануть. Мужчина, ваш муж, так и не скажет, а зато друг может все рассказать. У друга спросите. Причем спрашивайте, жестко спрашивайте, да? И так и скажите: ты же меня уважаешь, значит, скажи мне правду. И друг вам все расскажет о его проблемах. Мне кажется, что по глупости он попал в эти проблемы. И с одной стороны, стыдно признаться, а с другой стороны, знает ваш горячий характер и вашу тяжелую руку. Поэтому и побаивается вам признаться. Но друг может все рассказать. Девчонки, не стоит ругаться, здесь мужу помогать надо. Потому что без вас он явно еще больше запутается в своих проблемах. Вот, извините, но вот такое предсказание идет. Только вы одна способны его вот так за руки вывести из его проблем. Никакие там ни друзья, ни родственники, никто не смогут. Только вы сможете. А если вы этого не делаете, то он еще больше запутывается во всех этих проблемах. И, понимаете, ничего хорошего не будет. А потом уже, знаете, не дай бог, поздно будет. Да, лучше сейчас делать. Видите, что странно себя ведет? Вы не к нему, вы к его другу идите. А друг вам все расскажет. Есть человек, который вам как-то тайно то ли помогает, то ли тайно вас защищает. Вы этому человеку очень важны. Человек относится к вам очень трепетно, а у кого-то отыграется с любовью относится. Но не может этот человек к вам подойти и открыться перед вами в своем отношении, в своих чувствах. Не знаю, то ли не положено, то ли сейчас это невозможно. Но этот человек у вас за спиной вам тайным образом помогает и еще от чего-то либо от кого-то защищает. Благородный человек, хороший человек, достойный человек. Но, опять же, очень сильно напрягается для того, чтобы вы не узнали о его помощи, о его защите. Это может быть как мужчина, так и женщина. Я не могу вам конкретно сказать, кто это делает, но явно делают добро для вас за вашей спиной. До поры до времени человек будет так в тени находиться, а потом вы этого человека просто на горячем поймаете, да, когда этот человек для вас будет что-то делать. И прям за руку схватите. Вот тогда этот человек вам во всем признается. Почему помогает, зачем защищает, все узнаете. Это случится немножко попозже. Скорее всего, где-то вот осенью это случится. В начале осени, там, в первых числах, может быть, осени, там, сентября, не осени, сентября. Но пока человек продолжает вам помогать и защищать. У вас за спиной это все происходит. Как даже каких-то, не знаю, недоброжелателей, врагов от вас отгоняет. Но что-то делает, хорошее делает, неплохое. Еще вижу мужскую фигуру, которая о вас распространяет слухи в плане того, что вы очень опасный и коварный человек. Что-то вы этому мужчине сделали. Может быть, даже случайно. А может быть, вы этого мужчину на место поставили. И теперь он ходит ко всем, позорится и рассказывает, что вы страшный и опасный человек, что с вами нельзя связываться, что к вам нельзя подходить, иначе вы там, не знаю, покусаете, например. Действительно, человек ходит и позорится. Совсем скоро до вас дойдут эти слухи, и вы поймете, о ком это было предсказание. Вот здесь вы будете смеяться, вот прям до слез будете смеяться, потому что это действительно очень смешной поступок, да, смешная ситуация. Правда, настолько это будет абсурдно, настолько это будет удивительно и не к месту, но вот человек этим занимается. На этого человека смотрят как на сумасшедшего, знаете, у виска пальцем крутят, когда он отворачивается. Правда, глупо. Глупо такое и думать, и говорить. Но этот мужчина, он и правда считает вас очень опасной и коварной женщиной, что с вами ни в коем случае связываться нельзя. Возможно, опять же, опирается на свой личный опыт. Да, такая картинка. И еще в самом венце показывают вашу мечту. Мечту, которая уже начинает исполняться. И совсем скоро полностью исполнится. А вы пока этого не замечаете и не видите.
Когда мечта исполнится, вы будете очень-очень счастливы и очень рады. Прекрасный знак. Желаю вам скорейшего исполнения и желаю вам, чтобы как можно меньше было тайн и секретов в вашей жизни. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.